Приветствую вас всех на этом форуме. Для нас очень важно знать, как относятся к этим процессам в самой Абхазии, как мы должны выстраивать свои отношения с внешним миром, те отношения, которые сегодня выстраиваются в первую очередь с Россией, как со стратегическим партнером. Для нас очень это важная составляющая. В наступающем 2018 году Абхазия будет отмечать две значимые юбилейные даты. Это 25-ю годовщину победы в Отечественной войне 92-93 годов и десятилетие признания Республики Абхазия Российской Федерации как суверенного независимого государства. 30 сентября 1993 года произошло событие, открывшее новую страницу в истории Абхазии. Начался ее путь к независимости, к оформлению суверенной государственности. Абхазский народ одержал священную победу над врагом, рассчитывающим на осуществление блицкрига. С первых дней войны рядом с народом Абхазии стали добровольцы из Северного Кавказа, юга России, соотечественники из стран Ближнего Востока. Логическим следствием победы и неизменности пророссийского геополитического курса страны в тяжелые послевоенные годы стало признание Республики Абхазия Россией в качестве независимого и суверенного государства. Основные параметры сотрудничества между нашими государствами на новом этапе были определены договором между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года. Визит президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 8 августа 2017 года в Абхазию вновь подтвердил союзнический и стратегический характер абхазо-российских отношений в условиях новых глобальных вызовов. В ходе визита прозвучали важные слова о том, что у России совершенно особые отношения с Абхазией, и что Россия надежно гарантирует безопасность и самостоятельность Абхазии, ее независимость. Россия все больше влияет на процесс формирования нового миропорядка. И мы отдаем себе отчет, что вопросы широкого признания независимости Абхазии находятся в прямой зависимости от отношения к России стран Запада, поскольку Абхазия является ее надежным партнером. Страны Евросоюза не признают независимость Абхазии, настаивая на суверенитете и территориальной целостности Грузии. И пока, к сожалению, говорить о какой-либо жесткой позиции противодействия не приходится. Надо отметить, что эта стратегия реализуется грузинской стороной и в отношении Северного Кавказа, что требует от кавказского общества и, конечно, российского ответных действий. Процессы глобализации подразумевают не только усиление региональной и глобальной взаимозависимости, но и возникновение новых угроз безопасности, требующих адекватного и своевременного реагирования. Происходит изменение самой сущности безопасности, которая сегодня понимается в широком смысле. Таким образом, безопасность не ограничивается только силовой составляющей. Особенно актуальным представляется анализ этих процессов в Кавказском регионе, сложным с точки зрения культурного и национального многообразия, а также являющимся сферой геополитического противостояния. Социально-экономические, культурно-этнические, государственно-политические и геополитические линии разломов на Кавказе зачастую совпадают, что определяет конфликтный потенциал региона, может провоцировать региональную нестабильность. Не секрет, что страны Запада, разжигающие геополитическое противостояние с Российской Федерацией на протяжении веков,
рассматривает Кавказ как особый геостратегический регион, воздействие на который способно ослабить Россию, подорвать ее внутренние основы и внешние позиции. И сегодня мы наблюдаем попытки искусственного, геополитического, культурного и информационного раздробления Кавказа, его отрыва от гравитационного поля России, внутренней дестабилизации. Сегодня Абхазия восстанавливает утраченные связи с братскими народами Северного Кавказа. Новые вызовы современности требуют расширения и укрепления культурных и научных связей, создания экспертно-аналитических площадок и диалоговых проектов в контексте глобализационных процессов. В этой связи представляется полезной инициатива проведения нынешнего форума, главной целью которого является общность усилий по созданию единого культурно-общественного информационного пространства, формирование толерантного общественного сознания на основе общих целей и знаний друг о друге. Необходимо сближение позиций ученых по отношению к историческому прошлому народа, объединение усилий научно-творческой интеллигенции по реализации задач в общекавказском пространстве. Уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы поблагодарить инициаторов проведения форума «Кавказ в контексте глобализации», президента Республики Абхазия Рауля Джумковича Хаджимба за поддержку этой инициативы, а также экспертов, принимающих участие в сегодняшнем мероприятии. Актуальность темы, которой посвящен наш форум, очевидна. Международный контекст развития обстановки на Кавказе обостряется день ото дня. Действия стран Запада, развернувших наступление на Россию и ее союзников буквально по всем направлениям, нельзя расценить иначе, как навязывание нам новой холодной войны. Можно спорить о том, как с точки зрения международной теории отношений или политологии охарактеризовать то, что сейчас происходит в мире, гибридная война или как-то еще, но те, кто присутствует в сегодняшнем зале и принадлежит к среднему и старшему поколению, помнят, что происходило в годы, которые мы характеризуем как классическая холодная война между Востоком и Западом в 70-е, 80-е, начало 90-х годов. Сейчас это повторяется, возможно, даже по некоторым направлениям в более острой форме. Причем, если тогда у Советского Союза вопрос с союзниками решался довольно естественным путем, был Варшавский договор, были страны третьего мира, которые по большинству позиций солидарно поддерживали внешнюю политику Советского Союза, то сейчас этот вопрос решается гораздо более сложно, комплексно. За каждого союзника нам приходится бороться за сохранение его в орбите российских интересов. И в этом плане существование дружественной, братской Абхазии, являющейся стратегическим партнером на сегодняшний день Российской Федерации, является для России принципиально важным. В нынешнем международном контексте заслуживают обсуждения как вопросы противодействия искусственному геополитическому, культурно-информационному, социальному развитию и размыванию Кавказского региона, так и задачи по поиску новых форм конструктивного взаимодействия по всем направлениям. Братские связи между Абхазией и Северным Кавказом имели место и до официального признания со стороны Российской Федерации, но после августа 2008 года приняли структурированный характер. С признанием независимости Абхазии в соответствии с поручениями президента Российской Федерации более 50 субъектов РФ установили прямые межрегиональные связи с Абхазией, подписав с ней различные документы о развитии взаимодействия. Эти связи стали важным компонентом наших двусторонних отношений, создавая материальную ткань для того, что мы сегодня называем стратегическим партнерством. Любая страна в этой истории, в этом мире должна состояться и состояться не один раз. То есть история – это постоянная борьба, постоянное
попытка утвердиться и выжить в этом мире. Абхазия не может быть только национальным проектом абхазского народа, но и им тоже она должна быть. То есть она должна быть проектом и национальным, и не только национальным. То есть есть две главные цели в данном случае. Первая цель – это создание в Абхазии единой нации, где люди объединены наличием общей идеи построения суверенной, независимой, счастливой и преуспевающей страны, где все живущие здесь, и абхазы, и русские, и грузины, мигрелы, армяне, все думают именно об этом. И все видят свое общее будущее. И вторая часть этого проекта – это сбережение и развитие этнической нации, то есть абхазов как нации, образующей данное государство, государство образующего этноса. И это в условиях неизбежного глобального, у нас все мы зависим от нашего глобального мира, идущего во всем мире, разрушения основ традиционной культуры, разрушение села как основы этноса, в данном случае, в случае Абхазии, в случае Кавказа в целом. И это неизбежно. И в этом случае неизбежно и ослабление столь свойственных для Кавказа и для Абхазии тоже семейных и родственных связей. Причем то, что остается от них, может в процессе вот этой мутации приобретать довольно некрасивую, неприятную, даже уродливую форму. И в данном случае встает вопрос о соотношении этносов и их прав в Абхазии. Одна из идей, которая сейчас выдвигается, это возможность формирования неких треугольников. Ну, какой треугольник может быть на Южном Кавказе? В качестве варианта можем рассмотреть такой треугольник. Россия, Армения, Иран. Но как бы я бы здесь видел особое место Абхазии как союзника Российской Федерации, который укрепляет позиции России в регионе. Но вот формирование вот такого рода треугольников, в том числе, причем треугольник именно в военной сфере, да? Вы, может быть, знаете о том, что состоялся относительно недавно визит министра обороны Армении, был визит в Тегеран, где обсуждались вопросы, в том числе совместного производства вооружений. То есть, вы понимаете, идут серьезные изменения во всем регионе. Считаю, что на самом деле повестка этого форума чрезвычайно актуальна, учитывая те вызовы, которые стоят перед нашими народами, перед народами Абхазии и Северного Кавказа, перед народами России в целом. Поэтому, вероятнее всего, эта инициатива имеет хорошую перспективу быть продолженной и быть не только такой, знаете, экспертной площадкой, а инициативой, которая позволит реализовать практические проекты и выйти на какой-то практический уровень реализации различных экспертных идей. На самом деле большой спектр вопросов будет обсуждаться дальше в рамках работы сегодняшнего форума. Это и вопросы культурной, этнической идентичности, вопросы взаимодействия разных этносов, вопросы исторической памяти. И очень важно, конечно, чтобы такой форум рассматривал все вот эти вопросы в контексте и культурных проблем, и социально-экономических проблем, проблем политических и проблем глобальной и региональной безопасности. Я бы хотела в особенности отметить изменение роли России, не только по отношению, скажем, к Абхазии, но и в целом в мире. Россия становится уверенным таким глобальным игроком на международной арене, но и, кроме того, Россия позиционирует себя как защитник малых народов, в том числе малых коренных народов, каким является в том числе абхазский народ. Мне кажется, эту миссию России нужно усиливать, укреплять, и она отзовется такой ответной, благодарной реакцией народов, населяющих Черноморско-Кавказский регион. Хотелось бы подискутировать на тему того, какова парадигма Абхазии в отношении этих всех актуальных вопросов. Абхазия и ее народ являются самым уязвимым звеном
сегодня в структуре региональной безопасности в целом Черноморско-Кавказского региона. Уязвимым не только по своим демографическим позициям, этническим позициям. Мы все знаем, какие проблемы стоят сегодня с точки зрения перспектив сохранения абхазского этноса как такового. Но наше государство является самым уязвимым и с точки зрения той геополитической линии, которую мы занимаем сегодня, как линии водораздела между Россией и НАТО, поскольку Грузия сегодня уже очевидно становится страной НАТО, и мы видим, насколько острые сегодня стали противоречия между Россией и НАТО, и именно на вот этой линии острых противоречий находится наше маленькое государство.